И говоря про этот вид поклонения, как я уже сказал, это нововведение, которое вообще не имеет основ, то есть не узаконено шариатом. И в котором, вы сами знаете, то есть я в свое время думал, мавлид, как мавлид может быть не из ислама? Как это, субханаллах? Вот так, вообще нету его. Кто из сахабов, кто хоть один хадис мне расскажет, что сахабы вот делали, сказали, надо делать. Тут достоверно, я знаю, можно на ходу придумать 1000 хадисов. Как это делается, кстати. Ну просто достоверно скажет, вот книга, Сахих Бухари, Сахих Муслим, Тирмизи, Насай, Ибн Маджа, Ибн Хиббан, Байхаки, любой сборник покажет достоверно, хадис Кутубу Тиса. Нету. Если некоторые люди говорят, что в этом плохого, брат, мы же собираемся, просто Аллаха вспоминаем, сиру вспоминаем, Куран читаем. Мы скажем, даже если вы это все делаете, она становится бида. Почему? Если вы делаете только это, мы знаем, что этим дело не ограничивается, потому что там есть вещи, которые, субханаллах, приписаны пророку тех сифатов Аллаха. О, пророк, вытащи меня из огня, о, пророк, сделай то, пророк приходит, они читают мархаба, оказывается, его душа приходит, дает им. Это все, короче, те вещи, которые не имеют отношения к нашей религии. Но если они говорят, мы просто собираемся, читаем Куран, брат мой, мы читаем сиру, мы читаем то, мы читаем это, мы скажем, это бида. Почему? Потому что вы дали к этому поклонению, вот этим чтению, если это просто чтение, этому чтению Корана, сире пророка, вы дали им границы, которые шариат не дал им. Вы дали им место. То есть границы какие? Родился сын, читается мавлид. Женился, читается мавлид. Шариат дал? Нет. Умер человек, читается мавлид. Еще что, кто знает, переехал в новый дом, читается мавлид. Разве есть такое в сунне? Разве есть? Пусть вы читаете Куран, пусть вы вспоминаете Аллах, но эти вещи, вы установили для них границы, как временные, так... Вы же на свалках не читаете это все. Вы в каких-то домах, это вопрос к этим людям. Поэтому установили границы, и эти простые вещи стали бида. Подобно тому, как человек, как я вам говорил, Фатиха, читает Фатиху. Кто скажет Фатиха, что это одна из великих сур Корана, открывающая книгу. О достоинствах этой суры пришло множество хадисов. Но чтение Фатиха после дуа Фатиха, это что? Это бида. Почему? Потому что в этом месте не пришло чтение этой Фатихи. Потому что ты поменял эти границы, которые Аллах поставил для этого Фатиха. Поэтому вы должны запомнить, вот эти правила, которые вам дают понимать, дают различать одно от другого.